Тем не менее, в современном образовательном пространстве сегодня действия этнопедагогики признаются как самые природосообразные, как природосообразная педагогика, идущая от природы личности ученика, нынче вот учителя, от природы самого учителя, выросшего в родной школе, если в ней же он преподает. Она сегодня совершенно органично вписывается в современную систему образования и воспитания, если современную систему образования и воспитания рассматривать как корневую укорененную, то есть региональную, национальную, территориальную, государственную. Нами проводится немалая работа в экспериментальных школах. У нас их номинально немного, то есть формально обозначено. Этих школ у нас много обозначено формально детских садов. Однако за все годы НИИ этнопедагогики является своеобразным консультативным пунктом и центром оказания помощи по всем проблемам, по широкому спектру этнопедагогических проблем для школ учителей нашей республики. Для дошкольной школы 62-я в Чебоксарах. Казалось бы, в общем-то, русскоязычная школа в большинстве своем. Но очень многие мероприятия, проводимые в этой школе, привели, например, к тому, что именно на нашей базе директором школы была защищена уже диссертация. То есть это говорит о том, что есть у нас результаты деятельности, которые поднимают и уровень педагогически научный и учителей. Теперь в соответствии опять с годом учителя. Как-то нам так долгое время не везло. Наше родное Министерство образования чувашское не создавало, скажем, конкурсные проекты и грантовые проекты для вузов. Они были рассчитаны больше всего на школы. Нам никак не удавалось вписаться. Но вот кто пробовал оформлять заявки на гранты разного уровня, вы понимаете, это очень непростая работа. Еще труднее, наверное, работать, а потом отчитываться по этому. У нас последний год, 2009 год, был очень урожайным. Я боюсь сейчас сглазить, но он был урожайным в том плане, что мы на 2 года выигрывали грант один. По такой, казалось бы, локальной теме, но нужной, актуальной. Ну, например, основной грант РГНФ звучит так: рукотворчество в мире традиционной народной куклы. С чего начинается у ребенка понимание жизни? С образа своего «я», конструируемого в виде вот того объекта, то есть зеркального отражения своего «я». А потом через рукотворчество, вы знаете методику и Марии Монтессори, и вальдорфскую педагогику, когда рукотворчество развивает интеллект. Сухомлинский говорил, безнадежной эмоциональной основы невозможно вообще полноценное умственное воспитание. Вот, видимо, поэтому, вот по той затравке, по той, что зацепила эта тема, у нас идет хороший грант. Второй грант у нас тоже очень важный. Он «Волжские земли», этнокультурная социализация дошкольников. В наших базовых детских садах дошкольники и педагоги-воспитатели, и методисты детского сада, пользуясь книгами и методическими разработками Геннадия Николаевича Волкова и Кожановой Марины Борисовны, профессора нашего НИИ педагогики, как раз и создают ту естественную органичную среду. Если обратиться к чувашскому языку и к чувашской культуре в школе, опоздали поздно. Психологи утверждают то, что чем младше ребенок, тем ближе он тяготеет к народной культуре, к природной, к фольклору. Это в НИИ педагогики решается уже через грантовую поддержку. Третий грант у нас – это реконструкция фольклора в регионах чувашской диаспоры. То есть мы расширяем границы своего влияния на чувашскую диаспору в разных регионах России. Наверное, это немного, тем более, что нам помогает вот это денежное вливание, гранты, которые мы на сегодняшний день имеем. Это хорошее подспорье, которое помогает нам контактировать и входить в общие взаимосвязи с учеными педагогами, с воспитателями, с учителями многих регионов Российской Федерации. И, наконец, я опять обращаюсь к году учителя. Сегодняшнее и первое выступление Геннадия Никандровича, оно очень лирическое, оно идущее из глубины десятилетий работы не над проблемой, потому что, наверное, нельзя сказать, что Волков работал всю жизнь над проблемой. Это не было проблемой, это была жизнь так сложилась, что вот на этой стезе, Геннадий Николаевич, вы как раз вот вырастивали, выписывали очень многих людей. И целый пласт
научной общественности, не только педагогической, и философской, и культурно-просветительской, и психологической научной общественности, которая исповедует идею, вот, конструктивно представленную здесь. Потому что этот теоретический конструкт был основан на тех ваших трудах, на тех ваших многолетних, скажем, исследованиях и эмпирическом опыте, который вы наблюдали и сами его создавали, этот опыт. И, наконец, я хочу сказать по поводу года учителя. Как все, наверное, вузы и учебные заведения республики, мы составляли план, как мы отметим год учителя. Вот у нас тоже план мероприятия создан, и он у нас опять идет в русле взаимосвязи. Чувашским национальным конгрессом мы не можем быть отдельно. Взаимосвязи с Чувашским, с Союзом чувашских писателей, с театральной общественностью, факультетами чувашской филологии, нашего педагогического университета в первую очередь. И вот в планах нашего НИИ значатся такие дела, как сегодняшние. Геннадий Николаевич Волков сегодняшнее назвал «Этнопедагогика. Результаты исследований, итоги, перспективы», а мы сегодня называем «Народная педагогика в современной системе воспитания». Мы сперва запланировали так, но сегодня состоялось не в форме круглого стола, а в форме, я не знаю, как формально определить сегодняшнюю нашу встречу, потому что она включила сегодня разного уровня научных работников. Очень трудно в рамки заключить это. Затем у нас будет 21 мая 2010 года интересное мероприятие с нашей точки зрения. Интересное тем, что средняя общеобразовательная школа родного села родины Геннадия Николаевича Волкова целый год носит его имя. Такое бывает очень редко. И 21 мая в этом году мы совместно, там из Федерации спорта, здесь много у нас, скажем, людей, ну, наших единомышленников. Мы там проводим большую конференцию, многие проблем, и такое широкое представительство будет, потому что вдруг люди, профессиональные техники с инженером, с матобразованием, и вдруг под собственным оригинальным углом зрения, имея в виду и вас тоже всех, рассматривают эту совершенно, казалось бы, локальную вещь. Это педагогика в обучении и воспитании детей. Оказалось, она вышла на огромный этносоциум. Всем огромное спасибо. Мы теперь будем знать, что среди нас стало больше людей еще, которые стали приверженцами вечных идей того, что лицо, облик человека характеризует его в первую очередь с точки зрения вот укорененности его, то, чем как раз характеризуется эта педагогика. Можно на этом завершить. Николай Герасимович, пожалуйста, Николай Герасимович. Сидите там. Вот сегодня, конечно, не знаю, конференция, не знаю, встреча, звонили домой, вот завтра, послезавтра такая встреча. Ну, пришли, видите ли, университетские наши сидят сколько. А я думаю, что совсем мало педагогов, да, университетские почему-то мало. Они, наверное, знают больше, поэтому все остальные университеты. Вообще, мне кажется, такая инициатива должна быть на широком масштабе, в всероссийском плане. Возьмите-ка вот Самару, Уфу, Саратов, там проводятся вот такие научные сессии, вот, посвященные Рождественскому Сергею Васильевичу, Любовскому, вот этому, Любавскому, Уфе и так далее. А почему у нас такие не проводятся? Вот театр, куклы. Что за это такое чтение научное? Мне кажется, в дальнейшем, хотя бы раз в год, проводить такое чтение, такие чтения. Заранее оставить в известность нас, какую тему вы берете, разработайте, и мы опубликуем ваш труд. Мы сами заплатим, пожалуйста, если... Вот тогда мы выйдем на всемирный даже арену. Вот сейчас говорил наш философ, но наша задача не в том, что цитировать Волкова. Это крайний случай, когда мы бедные, нищие. Наша задача развивать его идею дальше.
А как мы можем развивать, если знаем, что делается за рубежом в этой области? Сейчас есть, значит, какой этнокосмос, этногосударство, этнонаука, издаются такие труды. А для того, чтобы это двигать дальше, значит, развивать идею науки, а это надо знать труды. Сравнивать надо, вот толкует, скажем, Вуд, ну, Вильям, конечно, известные труды, такие полно. Совет Европы известно, объединяет 27 государств, и издают они вот такие труды. Это государство. Пожалуйста, как там поставлено обучение языкам по формуле 1+2. Все это разработано. У нас пока пишут статейки такие, потом выступают, они еще на научном основе. Вот у них надо учиться. Но я тут митинговать не хочу, конечно, заниматься. Вообще, мое такое предложение. Давайте вот так. Хотя бы раз в год в университете Ашманское чтение проводится. И то молодцы. Приедет откуда там, правда? И все России. А может потому, что делать? Печатный труд. Надо выйти на всемирную арену. Вот тогда будет настоящий у вас есть штаб свой, есть штат свой. А чем они занимаются? Ну, в общем, я не хочу вмешиваться во многие дела других государств, как в дипломатии говорится. По этнопедагогике чувашского народа, если говоря по секрету, вот мы издаем сейчас 8-й том Яковлева, будет 12 их. 8-й том очень трудный. Вот там, да, идеи этнопедагогики, по педагогике народа очень много. Читаешь даже трудно. Вот в этом университете, он напомнил мне, что у него фамилии Прокофьев Илья Павлович. Вот когда он был депутатом нашего района, крестьяне, колхозники к нему обратились, чтобы построить там, строить колодец. Он зимой приезжал на всю деревню, а потом колодец появился, и мне говорят, это старики, вот, Радимкович, я на Красный Николай, вот, передайте ему привет, спасибо. А тут говорили, что мы со временем Ивана Грозного ходили во враг, а вот нельзя Павлович, вот это был туда и так. Вот он напомнил, потому что там такой человек. Желаю дальше. Все, спасибо. Николай Красович, огромное спасибо. Дело в том, что совершенно верно. Вот, как говорят, ну, когда работаешь, очень многого не замечаешь. Потому что вот выйти на международный арену, на международный уровень и как-то, ну, наверное, стесненность какая-то, просто поведение. Наверное, пока недостаточно связей. Спасибо вам огромное. И вот эта критика, она ведь всегда, она добрая критика. Вы нас всегда в этом смысле наталкиваете на решение вот какой-то маленькой музыкальной задачи. Спасибо вам огромное. Я хочу сказать спасибо Геннадию Никандровичу за то, что он меня заразил, можно сказать, результат делать. Не говорить только вот, все это рассуждение, товарищи. Наша педагогика теоретически очень на высоком уровне. И Геннадий Никандрович со мной согласен, что много у нас появилось ученых в педагогике, но результаты воспитания, обучения у нас становятся хуже. Последние исследования школьников, соревнования в 2006 году проводились, и оказалось, что наши ученики на 32-м месте по даже чтению, а на 24-м месте по математике.